Независимость Казахстана писалась не с чистого листа, а имеет древние традиции. Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего. Акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова. По мотивам романа Ильяса Исемберлина «Алмазный меч». Великое кочевье, 1465 год, Дэшт и Кипчакская степь. В середине 13 века на просторах Евразии образовалась империя Чингисхана. Один из улусов которого Золотая Орда, основанная его старшим сыном Джучи, уже в XIV веке стала распадаться из-за внутренних раздоров. И вместо Золотой Орды к концу XIV века образовалось государство Ак-Орда во главе с Урус-ханом. В 1428 году Абулхаир Шайбани, умертвив хана Барака, внука Урус-хана, стал незаконным наследником престола. Однако в 1457 году его жестокое поражение от западно-монгольских племен айратов стало началом конца его тирании в Дэшт-Кипчакской степи. Ак-Орда – совет старейшин. Бедный народ настрадался. Шайбан-шах распоряжается им как личным скотом. Я предлагаю положить этому конец. Освободим степняков от гнета. Откочуем в сторону Чу, в Моголистан. Перед Шайбан-шахом у нас одна вина – мы его враги. Пусть аксакалы скажут свое слово. Аргыны приняли решение. Мы там, где Алмаз. Кочуем. Кочуем. Кирииты приняли свое решение. Мы следуем с вами. Найманы кочуют с вами. Канераты едины со всеми. Кочуем. Канлы следует с вами. Начинайте кочевье. Аллаш Алшины душой едины. Мы присоединяемся к кочевью. Да покровительствует нам Всевышний. Народ будет помнить всегда. Как они и завещали, казахи стали народом, достойным своей великой истории